все эти годы он периодически заявляет о том, что он желает уйти в отставку, но он такой незаменимый и всемогущий. Путин его не отпускает, что он очень дорожит, что якобы Путин им дорожит. Это все направлено на то, чтобы развеивать слухи, когда начинает говорить о его здоровье, о том, кого-то там он готовит, чтобы ситуация и в республике, и по отношению к нему не менялась. Он периодически делает такие пробросы и говорит, что да, он бы пожелал бы, он бы хотел бы отпуск и на покой, но Путин не хочет, чтобы он уходил. Поэтому это очередная пропаганда, чисто по-кадыровски пропаганда. Никакую отставку он не просил. И вопрос с Кадыровым будет решаться не по его воле и не по его желанию, а по необходимости для Кремля и для кремлевской политики на Кавказе. Нужно знать, что вопрос преемственности в Чечне – это вопрос абсолютно не важный, и он не стоит, не обсуждается. Там разницы нет, какую марионетку поставить, такую поставить. Но чеченский фактор, он имеет огромное значение для обеспечения преемственности в России. Преемственности в России и преемника Путина, которого когда-либо он должен будет объявить. Мы говорили об этом. Если бы не начало войны, русско-украинской войны, то был сценарий разработан с тем, чтобы обеспечить, Путин должен был уйти на покой, должен был быть обеспечен преемник Путина, должен был быть назван. И этот преемник Путина должен был начать наводить порядок в Чеченской республике. Все к этому было подготовлено. На самом деле Кадыров и вся эта его банда, и то, что они сегодня делают, это козлы отпущения, жертвенные бараны, для обеспечения преемственности власти самой России. Раз им сегодня не удается покорить и присоединить, и воссоединить Украину к России, для следующего преемника, путинского преемника, нужна будет какая-то победа. Именно в военном отношении победа. А для этого и была назначена и республика, Чеченская республика, и сам Кадыров. Потому что с Чечней разобраться они могут в любое время. Они для себя так определили. Тем более у них есть опыт. Да, когда международное сообщество всецело оставило Чечню на решение чеченской проблемы, возложено на Россию. И Россия это рассматривает как внутреннюю проблему. И поэтому победа, как и Ельцину, после первого срока. Для второго срока ему нужна была война в Чечне, и он должен был выступить в роли собирателя российских земель. И сегодня, кто будет назначен вместо Путина, должен будет начать с того, что он должен навести порядок на Кавказе и, в частности, в Чечне, освобождая чеченский народ от кадыровских бандитов. Всегда находится именно вот такой предлог. И поэтому мы рассматриваем чеченский вопрос и чеченский фактор как обеспечивающий преемственность власти самой России. Когда Ельцин начинал первую русско-чеченскую войну, он именно так и сформулировал, так и обозначил наведение конституционного порядка. Как сегодня Путин начал войну и назвал войну СВО, специальная военная операция для того, чтобы там решить какие-то национальные вопросы, которые касаются русских, находящихся на территории Украины. Точно так же они включили сначала Чеченскую республику в состав России, в новую конституцию, которую они брали, просто в одностороннем порядке. Если в Запорожье, в Харьковской области, Донецк, Луганск, они даже могли как-то симитировали референдум, то в Чечне они просто даже этого не делали. Они просто взяли и вписали. И потом уже началась война, и они обозвали эту войну наведением конституционного порядка. Я именно это имею в виду. Дело в том, что в случае с Кадыровым, в отличие от первой войны и начала второй военной, в случае с Кадыровым практически все международные институты приняли резолюцию с требованием от России навести порядок в Чечне.
Потому что вот все правозащитные организации и сама Россия, которая представляла и представляет на самом деле, позволяя Кадырову и его окружению бандитствовать, они создали вот такой имидж бандитов. И, естественно, они это преподносят как глумление над чеченским народом. И вот все эти резолюции, принятые в ОБСЕ, на Ассамблее Организации Объединенных Наций, с требованием навести порядок в Чеченской Республике, как раз и развязывали руки российским силовикам для того, чтобы они начали очередную военную кампанию в Чечне. Вот для этого это и было все подготовлено. И сам Кадыров создавался для этого. Но это будет приурочено именно к изменению формата власти самой России. Когда будет назван, как в свое время Ельцин, начав вторую войну и возложив ответственность на Путина за события на Кавказе, объявил его своим преемником. Человек, которого рейтинг был практически чуть выше плинтуса, он за 2-3 месяца, ведя вот эту войну, жестокую, агрессивную войну в Чечне, стал, в принципе, очень популярным в России. Поэтому все, кто должен прийти к власти в России, они должны нести какую-то победу для российского быдла населения, чтобы удовлетворить их великодержавный шовинизм. Я как раз-таки комментировал вот ситуацию о предстоящем параде или победобесии путинской. Как раз и говорил, они намекали и намекают очень серьезно, они подхватили заявление президента Украины Зеленского о том, что он не гарантирует безопасность. Да, действительно, на самом деле, зная и исходя из той логики, о которой мы с вами сейчас говорим, что каким-то праздником, каким-то событием Путин организовывает террористические акты. Это уже как бы вошло в систему. Вот вы еще упустили Анна Политковская, враг номер 1 Путина, была убита в день рождения Путина. Вот эти даты, какие-то символические даты для Путина и для этих его окружения, они имеют какое-то сакральное значение. Они к этому пристраиваются. И поэтому нельзя исключить, что вот именно ввиду того, что сегодня мир полностью, даже включая Трампа, который очень рассчитывал и надеялся на то, что ему удастся уговорить своего друга Владимира остановить войну к его инаугурации. Сначала он хотел это сделать к инаугурации. Инаугурация не получилась, но он хотел для хотя бы вот к этому, к 100 дням, которые отмечаются в традициях Соединенных Штатов Америки, первые 100 дней президентского правления. И, конечно же, Трампу это было очень важно. Но когда он понял, что это уже не произошло, сегодня он начинает занимать другую позицию по отношению к России, хотя еще не до конца понятно, как и когда, что произойдет, но уже понятно, что если публично Трамп признается в том, что его водят за нос, то, естественно, его окружение, они будут думать о том, как им действовать дальше. Вот то, что они уже примерно и заявили. И в этой ситуации Путину очень нужны диалог с Америкой, Соединенные Штаты Америки. Разницы нет, на какую тему и о чем они будут говорить. Вот в канун, я напомню, в канун Олимпиады, который Путин проводил в Сочи, они провели в Бостоне теракт, используя 2 чеченцев. От начала до конца этот теракт был организован Кремлем. То есть лично, если в каких-то других случаях ФСБ только отдельно занималась, то этим терактом занимался лично Путин и контролировал это. О чем он сам публично и заявил. И вы знаете, что именно после этого теракта отношения Соединенных Штатов Америки и России снова обрели актуальный характер. Они начали встречаться, они начали обсуждать связанные вопросы с терактом, но помимо этого теракта обсуждались вопросы, как они будут существовать дальше. 13-й год теракт во Франции, 20-й год теракт во Франции и Европе. Все эти террористические акты комментировались Медведевым, и они говорили,
они произошли только лишь потому, что европейцы или Запад отказываются взаимодействовать и сотрудничать с нами. И поэтому, если Путину не удастся совершить какой-то террористический акт на территории Европейского Союза, европейских стран и в Соединенных Штатах Америки, нельзя исключить, что он, используя вот этот момент и заявление Зеленского о том, что он не гарантирует безопасность, провести теракт в самой России, в Москве, с тем, чтобы начать снова или продолжать разговаривать с Соединенными Штатами Америки и быть востребованным для какого-то диалога. И поэтому я очень серьезно отношусь к тем заявлениям, которые сегодня исходят от России, когда они говорят, что у них есть информация, что Украина готовит какие-то акции, приуроченные к 9 мая на территории России. Все это имеет основание беспокоиться. Но мы сегодня знаем, и мы готовы к тому, что бы сейчас ни произошло, мир ему уже снова не обмануть. После 22 года ситуация кардинально изменилась. Отношение мира к Путину, который был всегда востребован и на Западе, и обхаживался европейскими лидерами, выстраивались в очередь, чтобы пожать ему руку, обнять его, называли его чистым демократом. Даже Эдвард Лукас, есть английский такой, британский писатель и политолог, он вот все эти процессы, вот эти пляски, которые проходили вокруг Путина, вот это бесовские пляски на трауре, на трагедии чеченцев, на убийство Анны Политковской, Путин был удостоен ордена легиона, почетного легиона после убийства Анны Политковской. Вот все это тогда Эдвард Лукас назвал шрёдеризацией. Вы знаете, что немецкий канцлер пошел на службу к Путину в «Газпром» после того, как он отбыл свой срок канцлером Германии. Вот, конечно, все это сейчас изменилось. И сегодня другой подход. И Макрон, и другие лидеры западных стран, они понимают, с кем они имеют дело, и они понимают, что Россия, путинская Россия или Российская империя представляет реальную угрозу для всего мира. Не только для Украины и для чеченцев, и для тех народов, которые сегодня находятся в колониальной зависимости, но и для всего цивилизованного мира. Вот этот подход западных политиков к проблеме Путину все равно не изменить, какие бы теракты он ни совершал, как у себя, так и в других регионах. Китай – это вообще отдельная история, это очень интересно. Они всегда находят или начинают отстаивать именно интерес Китая. Китай вообще сегодня, как государственное образование, является очень серьезным старожилом, да? Они имеют очень давнюю историю государства. И поэтому, когда даже Соединенные Штаты Америки начинают заявлять о том, что они накажут Китай тарифами, и вы помните, Си сказал, что Китай существовало задолго до появления Соединенных Штатов Америки как государства. И я знаю, Ландсбергис рассказывал один случай, когда китайцам задали вопрос по поводу Дальнего Востока, что эти территории когда-то принадлежали Китаю, и возможно ли возвращение этих территорий. И китайцы сказали, что, конечно, это наши исконные территории, они вернутся. Но как же так? Они же уже более 200 лет находятся под юрисдикцией России. И китаец ответил: ой, а что такое 200 лет для Китая? Поэтому Китай, конечно, это особый случай. И нужно понимать, что Китай заинтересован в продолжении сегодняшней ситуации. То есть, что Россия втянута в эту войну, это в интересах Китая. Китай получает безграничные ресурсы, энергоресурсы со стороны России. Начав войну в Украине, Путин на самом деле окончательно и бесповоротно подтвердил тот факт, что
Россия является сырьевым придатком для Китая. И эта ситуация будет сохраняться до тех пор, пока будет идти война. Конечно, Китай публично никогда не заявит о том, что они занимают позицию в этой войне на стороне России, но всячески своими действиями и поведениями будут поддерживать вот именно это начинание. И именно исходя из этого, если Си приедет, он и приедет, чтобы сказать своему другу Володе: все правильно, мы с тобой остаемся друзьями, несмотря на то, что ты ведешь страшную агрессивную войну. А остальные лидеры, так называемые лидеры, если говорить о Словении, о Венгрии, это переходный период. Это быстро, я думаю, само население решит вопрос с ними. Если даже они и будут или не будут участвовать, это, в принципе, они не влияют на общую мировую политику и тенденцию по отношению к России. Это однозначно. Поэтому я не думаю, что кто бы туда ни приехал, что ситуацию Путину не вернуть ни к 1994 году, когда там проводился парад, когда шла жесточайшая война на территории Чеченской Республики, и последующие годы, когда они проводили эти парады, и практически все лидеры со всего мира участвовали в этих процессах. И этого сегодня уже не повторится. Сегодня Россия на самом деле стала изгоем, и она входит именно в круг тех стран, которых принято называть третьими странами. Теперь относительно разговора вокруг Путин разозлился или Кадыров договаривался за спиной Путина. Ничего подобного не происходило и не может произойти. Кадырова на Ближнем Востоке за руку протащил сам Путин. Он сделал так, что лидеры ближневосточных стран начали его принимать. Потому что мусульманский фактор, вернее, исламский фактор для Путина и для России в целом, он был очень важен. Когда шла война в Чеченской Республике, активная фаза Чечни, и мусульмане Ближнего Востока очень сочувствовали и поддерживали чеченцев и чеченский народ в их войне. Нужно разделить общество мусульман и их правители. А их правители начали занимать всецело пророссийскую позицию в этих вопросах. А для того, чтобы хоть каким-то образом снять это внутреннее напряжение на Ближнем Востоке, они начали вытаскивать туда сначала Кадырова-старшего, пока он был руководителем республики. В последующем они начали вытаскивать, Путин начал рекомендовать встречаться с ним. И каждый правитель на Ближнем Востоке, обнимая Кадырова, целуя его, посылали поцелуй Путину. И они открыто говорили Кадырову, старшему и младшему: передайте Путину, что то-то, то-то, то-то. Вот этот мой поцелуй передайте Путину. Вот так складывались отношения. И, конечно, Кадыров понимает, и Кадыров находится под стопроцентным контролем. И никаких самостоятельных движений Кадыров не делает относительно во внешней политике, тем более. Если кому-то кажется, что Путин или Кадыров выходит за грани своих полномочий, то это абсолютное заблуждение. Ему так позволяет, его так учат делать это. И все агрессивные заявления по отношению к Украине, они были продиктованы именно Кремлем, чтобы он именно себя так вел. И отношение его на Ближнем Востоке точно так же выстраивается, исходя из той конъюнктуры, которая складывается у России и у российской политики. Его антизападные заявления, они были как раз приурочены к тому, чтобы международные институты приняли резолюции по отношению к Чеченской Республике с тем, чтобы, как я вам говорил выше, с тем, чтобы, когда они надумают начать войну, третью войну в Чеченской Республике, чтобы у них было основание, вы же сами требовали навести порядок в Чечне. Мы освобождаем чеченский народ от Кадырова. И поэтому никакой перспективы у его отпрысков занять эту позицию, то есть стать преемниками Кадырова
младшего у них нету, потому что это не входит в программу и ту политику, которую ведет Кремль и Россия по отношению к Чечне и Кавказу. Поэтому это все лишь разговоры, которые ведут, или журналистам тоже интересно это подкладывать. Есть инсайдеры, которые специально пробрасывают вопросы, чтобы отвлекать от основных серьезных вопросов. А серьезные вопросы – это то, что сегодня происходит в Украине. И то, что сегодня на самом деле чеченцы активно включаются в поддержку украинцев, что чеченцы активно пытаются избежать мобилизации, выезжают за границу, проводятся какие-то внутренние протестные акции в самой республике. Это все пытается скрыть вот за этими сенсационными и какими-то жареными новостями. Вот Кадыров заболел, Кадыров умер или Кадыров воскрес. Ну, это очередной человек, который работает в системе и структуре от Москвы работает он, и, естественно, он имеет какие-то позиции отношения к Чеченской Республике. Но в данном случае, я вам скажу, это вот та пропаганда, которая пробрасывается Кремлем. Я помню, когда мы еще были в Первую войну, когда Джохар Дудаев погиб, и они начали выставлять людей. Вот это будет преемником, вот он будет, Басаев будет, Гилаев будет, Закаев, Масхадов, Яндербиев. Вот сейчас они разберутся, вот сейчас у них между собой начнется борьба за власть, они передерутся. Вот это все было из той пропаганды, чтобы придать вот этому нашему национально-освободительному движению вот такой чисто бандитский характер. А сегодня, имея Кадырова, бандита во главе республики, они вот придают, вот создают образ уже всего народа, который самостоятельно не в состоянии решать, вот бандиты будут решать. Вот они не отказались от идеи Третьей войны Чеченской Республики. И все, что связано сегодня, и разговоры вокруг преемственности, кого назначат, кого не назначат, это говорит о том, что это утверждается то, что мы с вами обсуждали, да, что они Чечню рассматривают именно в контексте. Не кто там будет преемник у Кадырова, а кто будет преемник. Вот для преемника Путина готовится вот этот плацдарм, новый плацдарм для того, чтобы они могли снова зарекомендовать следующего правителя, охарактеризовать его с сильной рукой и тем, кто востребован для российского населения, который жаждет вот этого реваншизма во всех вопросах. А особенно после поражения войны в Украине это будет очень важно. Вот какой-то реванш в военном отношении, какая-то победа, она будет очень важна для русистов и для вот этого быдла населения. Нет, дело в том, что они понимают, пока будет сохраняться, я поэтому для чеченцев и для чеченского общества разницы нет, кого туда наставить. Эдельгириева, Аптишку, Денишку, я не знаю, Адамчика, кого бы не поставили. Чеченское общество это рассматривает как политику, оккупационную политику России. До тех пор, пока будет сохраняться вот сегодняшняя структура на территории Чеченской Республики, и Россия будет сохраняться в том виде, в котором она есть, если колоссально не изменится отношение западного и международного сообщества по чеченской проблеме, все будет сохраняться. Мы для себя очень четко определили, мы снова, народ, не будем втягивать в войну и не будем проводить очередной эксперимент над нашим народом до тех пор, пока мы не заручимся стопроцентными гарантиями международного сообщества, что будет признано право за чеченским народом на свое государство, и что страны сильные мира сего и международные институты, если мы начнем какую-то волну, войну или какую-то протестную акцию с тем, чтобы добиться независимости, что мир не займет сторону России в этом вопросе, мы никогда ничего не спровоцируем. И наш народ именно готов к этому. У нас есть исторический опыт ждать, пока, как говорят китайцы, проплывет труп нашего врага. Мы ждали, пока развалится. 25 лет мы вели войну, в Кавказскую войну за свободу и независимость. Но весь мир поддержал Россию,
и мы были вынуждены признать, что мы не смогли добиться тот период свободы и независимости. Потом мы ждали 50 лет, когда восстала Советская империя. Но как только вот после Царской империи мы восстановили свое государство, Горская республика, Конфедерация народов Северного Кавказа. После так называемого Советской империи мы восстановили свое государство, Чеченская республика Ичкерия, которая просуществовала 3 года. Но все эти этапы нас предавали. И вот для того, чтобы мы восстановили свое государство и сделали свой выбор чеченского народа и по отношению к властям, и по отношению к нашему политическому статусу, для этого должно прийти свое время. А это время связано напрямую с событиями, которые происходят в Украине. И поэтому для чеченского общества Цареныш, Кадырыш, кого бы Путин не назвал своим этим самым на территории Чечни, этой разницы нету. Мы свое государство восстановим тогда, когда к этому будет готов мир, чтобы нас и другие колонизированные, оккупированные народы стали свободными.